В Уйгурский театр я пришла в 1989 году. Пришла в театр молодой девушкой, и вот уже сколько лет я работаю здесь. В общем, мне нравится в этом театре. Вот когда я пришла в этот театр, в театре работали одни корифеи нашего театра. Такие великие актеры. Мне было с ними приятно работать. Для меня было это какая-то, вот, знаете, нечто для меня. Я думала, надо же, в таком месте я работаю с такими великими актерами, шью им костюмы. В этом театре я работаю уже 35 лет почти, оказывается. У меня бабушка шила. Я у нее училась, смотрела, она шила что-то, и мне это нравилось. Тогда в Казалтане кройка была. Краили, брали вещи, и мама мне относила, приносила, и я шила себе школьную форму, фартуки тогда. Вот это все я сама шила для себя, форму шила. Вот как-то это увлечение, это у меня осталось. И уже когда закончила школу, и для меня выбор пал, и я пошла в технологический. Сначала я пришла сюда, у меня здесь работала моя заведующая Фарида Ахметовна Супиева. Вот у нее я многому научилась. Она вообще очень такой талантливый и такой серьезный, и, как говорится, добросовестный человек. И строгая. У нас тогда такая дисциплина была. У нас в цехе было 5 человек, и мы так строго. Тогда мы шили еще платные услуги были. Мы шили костюмы, заказывали с Уйгурского района, отовсюду. И это все шилось в театре. В те времена мы вышивали вручную, сидели вручную, всю вышивку делали. Нам художник рисовал этот эскиз, и прям по нему потом чертили и вышивку делали. Тогда не было вот этих палеток блестящих, ничего не было. Мы работали, даже косой бейки не было, был метанит. Специально брали в косто, вырезали кантики, мы сами вырезали. И ими мы, обшивали. Вручную вышивали цветы, вот это все мы все делали вручную. Было интересно вот это все вышивать и делать. Я вообще была самоучкой. Но сама училась дома, шила, вот это нравилось. Потом я пошла учиться. Я закончила портной закройщика. Не швею, а просто портной закройщик. После этого я в Чимкенске закончила высшее образование. И вот в первую очередь я, например, благодарна, что я работала с Фаридой Ахметовной. Она мой мастер. Она фактически мой наставник. Она много чему меня научила. Я ее просто люблю и уважаю. Столько лет мы с ней проработали. Она меня с полуслова понимала, я ее понимала. Она много мне поддержки оказывала в моей жизни. Если со мной, честно, много работало людей. Я когда в театр пришла, со мной работали Гуля Баратова работала, потом Эльмира Мамирова работала, потом Зайтуна Мансурова со мной проработала. Потом уже пришла Марьям на работу вот со мной. Она уже больше, почти 18-20 лет, наверное, 18, может, работает. Потом Тамара, пришла, вот с ней работаем тоже. У друг друга многому учимся, у нее что-то, она у нас, и вот так. Я всегда например, говорю, у нас работа, например, режиссер ставит одну постановку, один режиссер, а их 3 у нас бывает. И с каждым нужно отдельно поработать, и каждого надо выслушать и понять, и у каждого свое мнение, и с одного спектакля перестраиваешься на другой спектакль. И это очень тяжело. Надо, чтобы что-то шить, сначала надо изучить хотя бы, знать тему, о чем этот спектакль, чтобы знать. И потом у нас есть художники. От художников тоже многое зависит. С художниками, например, Гузяль Мамединова, Файз Рахман Ака работал с нами. Тоже хорошие художники. В те времена он всегда, как говорится, не было же этих орнаментов. Он рисовал красками на готовом изделии орнаменты. Краски покупали, разрисует, а мы там уже чуть-чуть туда-сюда блесков пришивали, и все. Художник, закройщик, портной, мы должны работать в тандеме. В том плане, надо нам всем разработать план работы, как раскроить, как легче, как удобнее. Вот это все мы разрабатываем вместе, чтобы было как-то, чтобы это получилось в конце красиво, и чтобы мы, как говорится, наслаждались своей работой и восхищались. Материалы разные бывают. Есть хорошие ткани и есть не очень хорошие. Вроде бы одного качества смотришь, а они бывают
много синтетики в некоторых, а некоторые ткани при утюжке начинают садиться сильно. Я люблю конструировать. Если мне дают модель, я люблю ее разрабатывать, делать какую-нибудь модель. Люблю что-то новое изготавливать. Ну, люблю и шить, но больше я люблю конструировать. У нас сейчас новое оборудование, особенно утюжильное, вообще хорошее. И машинки сейчас. Ну, в общем, у нас есть сейчас все условия, нам ни в чем не отказывают в этом отношении. Но самая хорошая моя работа это была Идыкут. Мы этот Идыкут почти 3 года делали, спектакль. Он очень сложный, но был очень интересный. Это мой был первый спектакль, самостоятельно я его делала. Уже как закройщик, как портной и работала. А так все спектакли у меня очень даже интересные. И с многими художниками я поработала. И, как говорится, тоже все костюмы мне нравятся. Я люблю свою работу в первую очередь. Я благодарна своим родителям, маме, что они меня отправили, помогли мне достичь этой. Горжусь, что я работаю в театре. Мне кажется, вот чего я в жизни хотела, это достигла того. И мне нравится моя работа. Я получаю удовольствие от своей работы. И когда в конце видишь свой результат на сцене своих костюмов, это, мне кажется, я горжусь за них. Я знаю, что я их это сделала, и для меня это, наверное, самое ценное. Планы на будущее у меня есть выпустить себе новую коллекцию. Зрителям пожелать, я хочу, чтобы они приходили в театр, не забывали, что есть у нас уйгурский театр, где есть люди, которые для них работают, ставят спектакли, концерты. Ну, в общем, я хочу, чтобы молодежь пришла побольше. И поэтому я желаю молодежи, чтобы они стремились сохранить наши традиции, чтобы пришли к нам работать, особенно ко мне в пошивочный цех, молодежь, чтобы пришла. Есть такая молодежь, которая шьет. Ну, дай Аллах, чтобы и зарплаты у них были большие. Здесь можно, в принципе, заработать и показать свои таланты. Благодарю, что я родителям, что я родилась в Казахстане, живу. Я благодарна.